Если про Африку заговорили, в Эсватини перенесемся. Эсватини до недавнего времени эта страна называлась Свазиленд, и сейчас это последняя страна в Африке, в которой царит монарх. Ну, то есть есть еще несколько государств, в которых формально есть монархия, но вот Эсватини – это последняя абсолютная монархия в Африке, последняя страна на континенте, где у монарха сосредоточена вообще вся власть. Этот монарх, его зовут Мсвати III, он более, скажем так, у него больше власти, чем у депутатов, министров и всех судов в стране вместе взятых. Этот Мсвати III, он многоженец, у него как больше десятка жен, если не ошибаюсь, у него 15-16, а то уже может быть и больше жен. Он на себя и на своих жен тратит десятки миллионов долларов ежегодно, тогда как большая часть населения страны живет меньше, чем на $2 в день. В последнее время из-за коронавируса, из-за введенных ограничений, жизнь вообще стала невмоготу в Эсватини. И люди вышли с требованиями даже не отречения Мсвати III от трона, а люди хотят, чтобы в стране вот эта вот самая абсолютная монархия была заменена на монархию конституционную. То есть они даже не хотят, чтобы Мсвати убрался во свояси, забрав всех своих жен и перестал тратить на них деньги. Они просто хотят, чтобы кроме монарха были бы еще какие-то центры принятия решений в стране, на которые могли бы влиять люди напрямую. Через выборы, через участие в парламенте, через возможность занять какое-то место в кабинете министров. Пока все это чисто номинально, пока все это такие, по большому счету, такие декоративные истории, и все решает один единственный человек, Мсвати III. Он покупает за государственный счет себе и каждой из своих жен по Роллс-Ройсу, строит бесконечное число каких-то загородных или городских резиденций и как-то не особо обращает внимание на то, чем живет народ, и вернее, как выживает народ. Но, может быть, сейчас в ходе этих беспорядков он все-таки обратит внимание на то, что и как творится в его родном королевстве.